Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Алгыс означает слово «благословение», которое в якутской культуре произносится в самые важные моменты жизни. При рождении, переезде, начале нового этапа. И именно таким моментом становится и новоселье. А особенно приятно стать обладателем новой квартиры в преддверии любимого праздника страны – Нового года, когда сбываются мечты и исполняются желания. В этом году исполнять желания многим жителям Якутии помогает Алмаз-Регионбанк, который запустил акцию, где каждый участвующий может стать обладателем новенькой однокомнатной квартиры. О всех этапах этого предновогоднего чуда поговорим с моими сегодняшними гостями: Алексеем Миненко, первым заместителем председателя правления Алмаз-Регионбанка, и Татьяной Огневой, менеджером отдела продаж УТУМ+. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте предлагаю поговорить о том, что это вообще за акция, да, почему решили квартиру разыграть, в чем идея. Давайте обратим внимание, что банк не в первый раз организовывает акции, про которые так или иначе связаны с нашими клиентами. И мы получаем довольно-таки большую обратную связь. Даже это не назвать связью, это отклик от наших клиентов, которым со словами благодарности в адрес банка за их участие. Так вот наша предыдущая недавняя акция «Это миллион на развитие», которая проводилась среди предпринимателей. Предпринимателей, администрации районных, позволила нам построить амфитеатр в пионерском лагере в Мингино-Канкаласском улусе, веревочный городок в городе Нюрба, и, соответственно, мы закупили оборудование для лазертарга в поселке Сунтар, в селе Сунтар. Вот. И таким образом, когда видя вот эту обратную реакцию, для нас было очень важно показать нашим клиентам, даже не клиентам, нашим друзьям, нашим сподвижникам, то, что банк своим. С ними, да, своим, и преподнести им очередной сюрприз в канун такого светлого праздника, как Новый год. Ну, я же правильно понимаю, что для участия в этой акции нужно было просто тратить деньги с карты? То есть в своем, в общем, обычном режиме. Абсолютно верно. Уникальность этой акции состоит в том, что здесь не надо не выполнять было никаких специальных условий. Вы продолжали жить свою нормальную жизнь, осуществляете те банковские операции, которые вы осуществляете каждый день. Единственное условие акции — это было использовать карту Алмаз-Регионбанка и тратить по этой карте не менее 16 тысяч рублей в месяц. За эти 16 тысяч вы получаете один билет. Соответственно, количество полученных вами билетов, которые потом участвуют в розыгрыше, повышают ваши шансы на победу. Оно не ограничено ничем. И это для клиентов физических лиц, правильно я понимаю? Да, это исключительно для всех клиентов физических лиц. И можно было специально... Вы видели такую статистику, кто стал специальным клиентом банка ради такой акции? Ну, это, в принципе, да, банк внимательно следит за клиентами. Это совершенно разные люди, совершенно разных территориальном размещении находятся. Это и городские жители, и жители улусов. И во время акции присоединилось к ней довольно-таки значительное количество жителей Якутии. И в том числе у нас, грубо говоря, проснулись люди, которые снизили свою активность на финансовом рынке. Чуть ранее, в предыдущие периоды, они вернулись к нам и начали также активно участвовать в этой акции. То есть для этого не нужно было даже регистрироваться нигде, ни в приложении, абсолютно заявку ничего не подавать? надо. Единственное условие — это наличие карточки. Любой, это могла быть и карточка жителей Якутии, и это могла и наш новый продукт — моментальная карта Харысхал, которая была выпущена с началом акции, 2 июня 2025 года. Просто наличие этой карточки и осуществление активных операций в течение проведения акции. А активными операциями это считается только покупки по карте? Да, это исключительно покупки по карте в любых заведениях, в любых сервисных точках, магазинах, театрах, культурно-массовых мероприятий. Мы, в общем, довольно-таки умышленно исключили из перечня таких операций, связанные с оплатой ставок у букмекеров, в онлайн-казино. И, в общем-то, банк, такие траты не очень совпадают с идеологией, которую банк продвигает, и с внутренним нашим содержанием.
Мгм. Ну и, наверное, покупки по QR-коду тоже не учитывались. Да, И но переводы. поскольку де-факто покупка по QR-коду это как бы обычный безналичный платеж, в общем-то, да, он не учитывался. Здесь именно использование транзакций по карточке. Именно вот когда вы должны приложить карточку к терминалу или завести ее номер в интернете. А ведь если это карта жителей Якутии, то там еще и кэшбэк получаешь с этих трат, да? А, На время акции кэшбэк не получаешь? Нет, ничего не поменялось в режиме наших карточек с момента запуска акции. Появилась просто дополнительная опция, что вы можете стать участником и имеете шанс совершенно бесплатно, он не стоит для нашего участника никаких дополнительных расходов, и Даже получить... телодвижения не нужно. Нет, делать. вы живете, в том-то и прелесть, что вы живете своей обычной жизнью и делаете то, что вы делаете каждый день так или иначе. Банк не стремится вас вынуждать, понуждать к каким-то дополнительным действиям, что, вот, на мой взгляд, и делает эту акцию очень довольно-таки уникальной. Мгм. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос моим гостям можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39, или можно отправить свое сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Ну, вот эта вот система баллов, на которой акция построена, это траты, да? Да, это совокупные суммы ваших покупок, которые вы совершаете ежедневно. Они накапливаются в течение всего календарного месяца. Как только сумма превышает 16 тысяч, вы получаете свой первый балл или первый билет, который участвует в розыгрыше. Соответственно, если вы потратили 32 тысячи, вы получаете 2 билета, если вы потратили больше 3 и так далее до бесконечности. Количество билетов у одного как бы участника, оно повышает его шансы. Неограниченно, Да, в общем, оно, да? во-первых, не ограничено и повышает его шансы на выигрыш. Ну, теперь давайте про главный приз поговорим, Татьяна. Это квартира в новом ЖК «Алгыс». Да. Где этот ЖК находится, в чем его особенности? Алгыс — это микрорайон, застройка которого приведет к изменению проекта облика в целом юга города Якутска. Это сама локация по себе предполагает масштабирование, потому что это проспект Михаила Николаева, это сейчас активно развивающийся проспект, активно развивающийся район, что дало нам возможность возвести, возводим сейчас город в городе, что даст якутянам точку притяжения, потому что в данном микрорайоне у нас будут размещены парковые зоны, спортивные зоны, будут дворы без машин, будет продуманная инфраструктура и вся необходимая инфраструктура и продуманная инженерия. Сам по себе приз квартира в таком микрорайоне — это не просто квартира, это пространство, в котором мы дадим возможность человеку понять, что он может больше, он будет развиваться, он будет дальше расти и чувствовать себя частью сообщества. Потому что квартира — это актуально не только сейчас, но и в дальнейшем на долгие года. Поэтому мы решили, что это хороший новогодний подарок себе дорогому, любимому. То есть это целый микрорайон, да? Да, Это не просто ЖК, Да, это будет целый микрорайон. Там планируем в будущем, у нас планируется школа, планируются детские сады. Ну, там и так огромная школа, если Михаила Николаева самая большая в республике. 39-я школа, она чуть подальше. Мы возводим данный микрорайон возле торгового центра «Билмарт», поэтому это чуть дальше. Это вот проспект Михаила Николаева, 31, Там тоже школа дробь 5. планируется, да? Да, там планируется школа, детский сад, парковая зона. То есть так, чтобы человек, который проживает там, ему не нужно было ехать куда-то в центр города, в другой центр города. То есть он мог получить это все в данном микрорайоне в шаговой, в пешей доступности. Ну, это как в крупных мегаполисах спальные районы, да, у нас, кажется, появляются в полном смысле этого слова спальные районы, совсем необходимы в Якутске тоже. Это даже удобно на самом деле, возведение таких микрорайонов, потому что они обычно возводятся где-то
подальше от центра, и люди понимают, что ехать куда-то далеко, там те же самые магазины, салоны красоты, торговые центры, а тут это будет у нас все продумано и предусмотрено. Там еще теплые игровые комнаты будут, да? Да. Вообще такие вот стандарты строительства теплых игровых зон, эксплуатируемая кровля у нас есть и в ранее сданных наших объектах. Тут в микрорайоне Алгыс мы решили это все объединить, сделать философию Тун плюс развитие через пространство, где каждая деталь интерьера, дома, будь то это теплая игровая зона, эксплуатируемая кровля, кладовое помещение, теплый паркинг, продуманные планировки в квартире давали ощущение того, что мы позаботились о каждой семье. Тем более с учетом того, что у нас сейчас наступает зима, а зима у нас якутские суровые морозы, детям нужно где-то общаться, играть. У нас порой бывают актированные дни, и дети сидят дома. То есть теплая игровая зона — это то, что даст возможность им выплеснуть свою энергию, побыть самим собой, социализироваться с другими детками, также через социализацию Слушайте, детей. в Якутске вообще здорово, должны Да, быть такие да. зоны, потому что дети, они вот или как холодно, в подъезде просто играют Да. часто, да? Да. Тем более через социализацию деток социализируются родители, они знакомятся друг с другом. Сейчас же во многих домах такое вот есть, что ты не знаешь своих соседей, ну просто на лицо. А тут через деток идет социализация, родители знакомятся, уже общаются, и все это приводит к тому, что каждая семья понимает, что, покупая квартиру в этом микрорайоне, мы позаботились не в целом о микрорайоне, а о каждой семье в отдельности. Потому что вот с каждым новым домом мы добавляем что-то новое, потому что мы спрашиваем у жильцов ранее сданных домов, что бы они хотели, как бы они хотели. И в новых проектах мы стараемся это все сделать, реализовать, запланировать. То есть мы всегда стараемся, чтобы люди покупали не только квартиру, но и свою будущую жизнь, свои возможности, что я могу больше, что я развиваюсь, что... А квартира это будет в чистовой отделке или... Данная квартира будет в чистовой отделке. То есть, ну, там в любом случае сейчас все привлекают дизайнеров, то есть какие-то дизайнерские мысли сам уже будущий жилец все это сделает, организует. Может либо свою дизайнерскую мысль развить, фантазию, то есть мы даем в этом возможность. Ну, понятно, зачем акция нужна банку, чтобы напомнить клиентам о себе и чтобы стимулировать их больше тратить. Это я понимаю. А зачем эта акция вам? Но Что дает это сотрудничество это? с Алмаз-Регионбанком у нас достаточно долгие отношения, доверительные, основанные на том, что мы смотрим в одну сторону, на оказание поддержки человеку, который принимает жизненно важное решение, жизненно важный шаг — это покупка квартиры. У кого-то это может быть первая квартира, у кого-то вторая. Но мы смотрим в одном направлении на поддержку этого клиента. Алмаз-Регионбанк смотрит с финансовой точки зрения, поддержка финансовая. Мы, как строительная компания, помогаем, создаем ту среду, в которой этот шаг становится новой главой в жизни каждого человека, каждой отдельной семьи. А потом данная акция это у нас будет не разовая, у нас в дальнейшем мы планируем плодотворное сотрудничество. То есть это нам дает огромное поле для развития наших отношений, принятие каких-либо финансовых решений, разработка каких-либо программ, которые дадут возможность приобретения жилья сделать более доступным, чтобы каждый клиент, который задумался о покупке квартиры, он понимал, что с ним будет поддержка как и от банка, так и от девелопера, как до и на долгое после. То есть не купил квартиру, все, мы забыли, а дальнейшее плодотворное сотрудничество. Я тут бы хотел немножко дополнить. Да, конечно, наверное, напомнить о банке и стимулировать к большей финансовой активности наших клиентов. Это тоже цель, но основная цель у банка и вот это видение банка на будущее, как вот обращу внимание, что Алмаз-Регионбанк как бы это единственный якутский банк в мире.
и его стремление направлено на улучшение качества жизни, уровня жизни именно всех жителей Якутии. Мы внутренний банк, мы республиканский банк, который работает на благо людей всех. И здесь, наверное, вот эта взаимосвязь и вот тот уровень, который вот мы вот идеологически нашли вместе с компанией «Утум Плюс», она нам вот позволила выйти вот на этот проект и сделать вот такой подарок именно гражданам Якутии. Ну, у вас ведь в Москве тоже есть филиал. Ну, у нас Ну, нет это филиала в Москве, да, если быть Офис, так. офис. Это есть офис, это представительство банка. Ну, в Представительство. принципе, там в Москве есть и представительство республики, да. И ни для кого не секрет, что очень много Якутян. жителей Якутска, да, они временно или там более-менее постоянно проживают на территории города Москва и Московской области, поэтому мы не бросаем своих как бы сограждан нигде, да, своих вот земляков. Банк присутствует там, где он нужен и где он может помочь жителям. Вот смотрите, у республики. меня дочка в Москве, у нее есть карточка Алмаз-Регионбанка. Она может оттуда выиграть случайно, Да, да, да. квартиру? Если вы обладатель карточки банка, вы можете выиграть квартиру, находясь в любой точке Российской Федерации. Какие-то другие накопления там или кредитные продукты, они не действовали никак, да? Мы специально, идеология акций на то была и направлена, чтобы мы не ограничивали людей по участию в этой акции. Понятно, что какие-то ограничения, связанные с минимальными остатками на счетах или суммы там, кредита, которые взяты, это в любом случае ограничения для человека, который или не планировал брать кредит, или у него нет достаточных накоплений, чтобы разместить депозит на такую сумму. И уникальность, еще раз подчеркну, акции. Любой человек, вне зависимости от достатка, вне зависимости от своих временных затрат, которые ему нужны или нет, есть у него время или нет, он может совершенно спокойно в течение своей обычной жизни принять участие в этой акции. Ну, то есть и кредитные продукты тоже не влияли Нет, никак? никаким образом, да. Ну, давайте все-таки к самому розыгрышу, когда Да. он произойдет, каким образом? Значит, к розыгрышу. По условиям акции, акция закончилась 23 ноября. Это был последний день, то есть это в Когда ночь с можно было- 23 на когда 24, можно было- когда можно было было принять участие, да, и как бы 2 недели они совершенно взяты чисто из технических соображений, связанных с тем, что процесс обработки транзакций, подтверждения прохождения платежей, оно занимает чисто технологически некоторое время. Соответственно, чтобы избежать случаев, когда кто-то поучаствовал в акции, но вот за этот технический период не попал в розыгрыш, чтобы вот этого не было, вот взята вот эта пауза. А так, 5 декабря, в канун день рождения банка, мы проводим розыгрыш призов. Розыгрыш призов будет проходить в прямом эфире. Соответственно, посмотреть прямой эфир можно будет, подписавшись на канал банка, телеграм-канал банка, и нажав на соответствующую ссылочку. Да, ссылка будет прямой розыгрыш. Соответственно, розыгрыш будет проводить комиссия, соответственно, из людей, которые известны в республике, которые уважаемы в республике, которые будут следить за именно корректностью проведения этого розыгрыша. При этом будут приглашены многие представители прессы, которые также могут вот в прямом эфире наблюдать и все это транслировать. А вот у меня вопрос возник по ходу, простите, я пока не забыла. Вы сказали, никаких ограничений, Да. только траты с карты. А сотрудники банка, которые пользуются банковскими продуктами и тратят, они тоже имеют шанс на собственно, выигрыш? давайте так рассуждать. Сотрудник банка — это тот же клиент банка, который доверяет свои деньги. И более того, в банке принцип, что каждый сотрудник, он использует продукты банка для того, чтобы на себе ощущать, что не хватает всем остальным. Поэтому они также принимают участие в этом розыгрыше на
таких же условиях, как и все остальные наши клиенты. Исключением составляют только руководящие органы банка и члены их семей, ну, грубо говоря, с аффилированными лицами, которые не принимают никакого участия. То есть рядовой операционист может принять Абсолютно участие, верно, да. а руководства Да. нет? Нет. Ну, это справедливо, мне кажется. Но вот мы сочли, что это будет справедливо, потому что все акции, которые приняты в других компаниях и на рынках, и ранее проводимые, как правило, сотрудники как бы дисквалифицировались именно по принципу. Но мы решили, что сотрудник, он такой же клиент, который имеет равные права с любым жителем и держателем нашей карточки. Но помимо квартиры, там ведь еще и другие призы. Да, у нас, в принципе, 3 главных приза. Если в порядке возрастания, то первый приз — это последняя модель iPhone. Это iPhone 17 с памятью 1 терабайт. То есть Pro Max — это самая большая, самая топовая модель iPhone, которая существует на данный момент времени вообще да, на на Земле. рынке. Да. Вот. Таким образом, мы как бы хотим подчеркнуть некую такую технологическую направленность банков именно вот в будущее, стремиться, что у нас самый лучший приз именно в области технологий. Второй — это приз, который связан с мечтой, наверное, каждого человека, это большое путешествие. Да. Путешествие Да, куда? в любую точку мира, куда захочется. Да, мы никак не ограничиваем вот, направление, время. Человек получает у нас сертификат на 500 тысяч рублей, который он может полностью потратить на свое путешествие, может добавить какие-то средства и увеличить его, свои возможности во время этого путешествия. Вот, мы активно сотрудничаем с компанией, вот «Перелетные птицы», которая предоставляет этот сертификат и соответствующее свое обслуживание при реализации вот этого своего права. И еще вот подчеркну, что во время розыгрыша, самого эфира, розыгрыша будут разыгрываться как бы более... Утешительные призы? Нет, это не утешительные, это призы даже для неучастников акции, это призы, даже если человек не участвовал в акции, но он подписался на наш телеграм-канал, он является участником, смотрит прямой эфир, и будут различные призы, которые также представляет как сам банк, это представляет компания «Перелетные птицы», компания «Утум Плюс». В общем, это будет интересно, это будет динамично, поэтому всех приглашаю на прямой эфир 5 декабря с 7 до 8 вечера. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, нажимайте на ссылку, мы вас ждем. В час уложитесь? У нас нет другого выбора. Главное, динамично, весело. Ну и это действительно А то, что предновогоднее. представители банков в торговых центрах стояли, колесо фортуны, это с этим связано? Это реклама этой акции была, да? Нет. Ну вот колесо фортуны нет. Нет. Да, то есть представители Нет, банков... ну в смысле крутится колесо, и там что-то вот такое. Нет, это ничего... Приз, квартира, нет, путешествие. Нет, это нет было. Здесь исключительно только ваша карточка и ваши транзакции. Никакого колеса фортуны, ни вот этих вещей банк здесь не использует. Ну, какие перед собой цели ставит банк, запуская вот такую акцию? Ну, здесь цель, во-первых, подарить людям праздник. Да, это первое. Второй момент — подарить людям веру в чудо, наверное. Это, наверное, то, чего сейчас нам, в общем, не хватает большинству людей. Наша жизнь, да, надо сказать, она не очень легкая, не очень простая, тем более в этот период, когда происходят такие события в стране, в мире. Но все-таки показать, что чудо есть, оно случается. И оно случается, может случиться с каждым из вас. И для этого совершенно не обязательно иметь какие-то там большие финансовые запасы или делать какие-то усилия. Просто живи своей жизнью нормально, спокойно, и чудо придет к тебе в дом в виде прекрасной квартиры или шикарного путешествия, ну или технологий мира мобильности. Телефона. Да, и нового телефона, и других призов. И, в принципе, вот это чудо, это вот как бы девиз, это чудо, что оно возможно, и банк, он всегда рядом. Он рядом с каждым жителем, и он готов дарить это чудо каждому жителю. Ну, учитывая то еще, что
у вас большая клиентская база, это студенты, которые стипендии получают на эти карточки, да? Да. Это же вообще... Ну, для молодежи вообще это вообще ква- шанс. И, в принципе, да, здесь говорит, что не надо ничего делать. Ты живешь свою жизнь, покупаешь продукты, да, оплачиваешь проезд, всё, и ты получаешь вот этот шанс. Совершенно бесплатно, совершенно без каких-либо дополнительных усилий. В этом уникальность вот именно этой акции. Ну, я так понимаю, что вы-то не участвуете, а Татьяна, вы участвуете? Ну, на самом деле, если взять за аналогию вопрос, участвуют ли сотрудники банка в этой акции, мы, обычные сотрудники тоже у нас участвуют. К нам, у нас у многих появились карты данного банка. Мы участвуем. Каждому, конечно, даже если ты сотрудник строительной компании, конечно, в любом случае подарок получить квартиру — это очень приятный подарок, это очень такой дорогостоящий подарок, тем более тот, который ты особо ничего действительно не менял в своей жизни, также тратил на покупки, на каждодневные какие-то расходы. Вот. И у нас очень многие сотрудники участвуют в данной акции. У всех разное количество билетов, но тоже все надеемся на чудо. Если верить в чудо, оно произойдет. А сотрудники стараются покупать квартиры именно в вашем ЖК? На самом деле, я не скажу за другие строительные компании, но в нашей компании достаточно очень много сотрудников, которые живут именно в квартирах, в домах от компании «Утум Плюс». То есть это не что-то такое дорогостоящее, там, это мы берем также на общих основаниях и также делаем ремонт и переезжаем и живем в квартирах от компании «Утум Плюс». Ну, я вот помню, когда-то я делала интервью с архитектором, и Утум Плюс, она первая сделала вот это решение, когда парковка под домом, ну, когда Да, подняты это когда, сваи. да, есть такое. Мы в этом плане первыми были, когда использовали земельный участок по 2-3 раза. То есть сам дом стоит на земельном участке, плюс еще есть паркинг и плюс эксплуатируемая кровля, которая расположена либо на крыше теплого паркинга, да, либо она специально индивидуально возведена. Например, жилой комплекс «Алгыс», первый и второй этап, они объединены одной эксплуатируемой кровлей, порядка 1800 квадратных метров. Зона отдыха для жильцов всех возрастов по системе «Безопасный двор», потому что попасть можно только через дом, то есть это только жильцы, через второй этаж, пройдя теплую детскую игровую зону. А в условиях пандемии, когда мы, вот первый дом у нас был по проспекту Михаила Николаева, 2/4, жилой комплекс РГ, там была такая эксплуатируемая кровля, когда мы сидели дома, нельзя было выходить из дома. То есть там по телефону. А на крышу своего дома можно подняться? Да, на крышу да? своего дома ты можешь подняться, ты находишься в зоне, то есть тебя никто не видит, ну, то есть не видит, где ты находишься Никакой территориально. ковид-патруль Да. тебя не остановит. Да, прямых контактов нет, но тем не менее ты находишься на свежем воздухе, это достаточно очень комфортно, и тем более с учетом того, что у нас очень много покупают семьи с детьми, либо молодые семьи, либо покупают люди уже старшего возраста, у которых внуки есть. Это очень удобно и безопасно, потому что на этой эксплуатируемой кровле посторонних быть не может. То есть это полностью безопасно с точки зрения, ну, вот детей. Дети, тем более, они же очень активные, и это очень как бы успокаивает как молодых мамочек, так и уже бабушек и дедушек. Вот. Но стоимость призов, она, в принципе, озвучена, то есть 500 тысяч путешествий, это понятно, что сертификат на 500. Сколько стоит 17-й iPhone Pro Max с 1 терабайтом, тоже, в общем, понятно, можно загуглить. А квартира сколько стоит? Ну, Такие вопросы, да. Да, такие Ну, в принципе, вопросы. вы можете Нет, это... вопрос на самом деле, можете точную сумму не называть, если вы ее не помните, да? Вопрос к тому, что наверняка ведь счастливчик должен же будет еще и налог заплатить с приза. Смотрите, как устроена вообще сама по себе акция. То есть приз, получаемый как бы
победителем, он состоит из двух частей. Это материальная часть, как вот квартира, сертификат и телефон, так и денежный приз. Вот, соответственно, в соответствии с законами Российской Федерации, налоговым кодексом, вот из этой денежной части этого приза будет удержана полная сумма налога от стоимости приза. Стоимость приза без- будет именно квартиры, именно для победителя будет прописано в соответствующем договоре купли-продажи, который будет заключен по итогу розыгрыша. Договор купли-продажи, он вот будет тройственный, соответственно, это будет УТУМ плюс. С одной стороны, Банк Алмаз приобретает? Банк нет, приобретает сразу непосредственно Победитель. победитель. Да. Победитель, Ага. да. В этом и очень такая вещь, что мы продаем сразу уже квартира, она существующая, она ЖК зарегистрирована. сдан уже? Он планируется сдачи. Мы сейчас собрали весь пакет документов и ждем официального решения, То есть, получения разрешения на ввод. А так дом готов уже, да. То есть мы планируем в течение 2-3 недель максимум после розыгрыша будет заключен прямой договор между УТУМ Плюс и победителем, и третьей стороной по договору будет Будет Алмаз Алмаз-Регенбанк. Регенбанк, который будет, собственно, оплачивать. И при этом, исполняя функцию налогового агента, удерживать из причитающегося приза соответствующую сумму и перечислять ее в налоговый орган. То есть еще и налог, получается, банк заплатит? Нет, платит налог налогоплательщику. У банка нет такой возможности Ага. Нет, платить. Да. То есть так будет заключен договор, что по факту... Но что эта сумма налога тоже она будет Да. В качестве приза им получена? Давайте так скажем, Как бы, что какой-то дополнительной финансовой нагрузки на победителя в связи с получением им приза оно не возникнет. Не возникнет. Да. Поэтому все это предусмотрено, Да. чтобы выигрыш, квартира, как чудо, оно действительно было И чудо. он стал без каких- праздником. Праздником, да, а не головной болью Да, да. заплати налоги. Да, Вот, поэтому- это очень важный момент, и очень Да. хорошо, что вы его предусмотрели. Потому Ну, что Мы думаем о наших клиентах, мы заботимся. потому что действительно, если какой-то студент или пенсионер, да, как налог Да, это большая да. сумма. Да, Да. да, Мы абсолютно все это верно. То предусмотрели. есть это все А что пожелаете участникам, участники. да, потенциальным участникам? Нет, участники уже все определены. Да, вы тогда вот всем участникам, которые, во-первых, пожелать здоровья и благополучия, тем более и в этом году, в наступающем новому году, и стать участником этого чуда, поверить в это чудо, получить удовольствие и оставаться с любимым и единственным в мире якутским банком «Алмаз Регенбанк». Я присоединяюсь к словам Алексея, а также хочу сказать, что бы ни происходило в мире, чудо всегда есть, оно всегда присутствует. И если верить в чудо, оно всегда приходит, даже если ты его не ждешь. Поэтому Алмаз Регенбанк и УТУМ Плюс осуществят вашу мечту и подарят вам квартиру. Что ж, спасибо вам большое. На этом эфир программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Верьте в чудо. С вами была Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.